Россия аннулирует гражданство таджиков. Из-за ОМОН в Душанбе, патрули и режим безопасности. В центре Ташкента прозвучали такбиры. Власти России лишили очередного уроженца Таджикистана российского гражданства и выдворили из страны. Известного таджикского проповедника Саид Нуриддина Разикова, более известного как Эшани Саид Нуриддин, который проживал более 20 лет в Режевском районе Свердловской области, выдворили на днях в Таджикистан. Об этом пишет Радио Азади со ссылкой на близких проповедника. «Мой отец таинственно исчез 4 дня назад. Ему позвонил незнакомый человек, представившись чиновником районной администрации. Отец оделся и ушел. На следующий день нам стало известно, что он уже находится в Таджикистане», рассказал журналистам сын проповедника Мухаммад Разиков. Незадолго до этого суд Режевского района удовлетворил заявление Саид Нуриддина о восстановлении его в гражданстве РФ. Местные власти должны были вернуть ранее изъятый у него паспорт. В отношении Эшани Саид Нуриддина в Таджикистане возбуждено уголовное дело, сотрудники ГКНБ ведут следственные действия. Напомним, что это уже второй случай аннулирования российского гражданства и похищения таджикских общественников за последние несколько дней. Несколькими днями ранее российские власти по просьбе Таджикистана без всяких на то законных оснований лишили российского гражданства и выдали в Таджикистан известного правозащитника Иззат Амона. Ситуация с выдачей Таджикистану и последующим арестом известного таджикского правозащитника Иззата Амона взбудоражила таджикское общество. На всех площадках таджикского сегмента социальных сетей люди высказывают свое недовольство такими действиями властей Таджикистана и требуют немедленного освобождения правозащитника. تنها برآمده بگوید که من در آن همین لحظه مشکلات زندگیم که نان خوردن نداشتم از ایزد امان کمک گرفتم. Все известные таджикские активисты, а также оппозиционеры в эмиграции выступили с видеообращениями, требуя освобождения правозащитника. Также опубликовано более сотни видеороликов с подобными требованиями и со стороны рядовых граждан Таджикистана. Источники Хабархов Душанбе сообщают о введении столичными властями в связи с возможными протестами населения жесткого режима безопасности. Улицы города круглосуточно патрулируют силовики. Напомним, что 25 марта появились первые сообщения о похищении Иззата Амона сотрудниками российской полиции, причем официальные представители МВД РФ на вопросы родных и близких правозащитника заявили, что не располагают информацией о его задержании. 26 марта Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило, что в отношении Иззата Амона возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Соответствующая информация публикуется на сайте МВД РТ. Сообщается, что Холов Иззатулло Амонович якобы получил от жителя Васейского района Бабаджона Шарипова 40 тысяч рублей и $1000 США за содействие в освобождении из-под стражи брата Бабаджона Хасана Шарипова. Однако Холов в никаких следственных мероприятиях не участвовал и никаких действий по защите Шарипова не предпринял и правовой помощи не оказал. МВД также отмечает, что Холов, используя полученные обманным путем деньги в своих личных целях, нанес гражданину Шарипову материальный ущерб в особо крупном размере. 27 марта МВД Таджикистана также сообщило, что Иззат Амон был депортирован из России согласно решению Тверского суда Москвы за нарушение правил пребывания в этой стране и незаконное получение российского гражданства, после чего был задержан в Душанбе по обвинению в мошенничестве. Известный российский журналист Максим Шевченко во время своего стрима назвал такие действия российских властей настоящим беззаконием. Где он, надо сказать, что Иззат Амон закончил дипакадемию, защитил в России диссертацию, имел российское гражданство с 96 года, жил в России, не тужил, имел тут детей, семью, дети, жена, российские граждане у него все живут. Это не имеет значения. Какой-нибудь мент может взять твой паспорт российский со всем этим гербом, плюнуть на него, разорвать его и за 3 дня отправить тебя туда, где тебя, скорее всего, ждет расправа. А так Иззатулло Амон, знаю, мне тоже помогла за деньгами, за питание, когда вирус здесь был. Таджикский блогер из Душанбе Абдулла Аббосов прокомментировал данную ситуацию следующим образом. Иззат Амон сиёсатмадор набуд, узви ягон ҳаракат.
Иззат Амон не был политиком, не состоял в каком-либо оппозиционном движении либо партии. Он занимался только правозащитной деятельностью, оказывая помощь таджикским трудовым мигрантам, как в правовом поле, так и в материальном плане, особенно во время карантинных мер в России, и трудовые мигранты увидели это. Да, в последнее время он выступал с критикой таджикского режима, обращался к народу, чтобы народ не бездействовал, когда в их отношении творится полный произвол, требовал соблюдения своих прав. Конечно, сегодняшний таджикский режим видит в таких личностях, как Иззат Амон, угрозу для себя. Он имеет влияние и уважение среди таджиков, в частности, в среде трудовых мигрантов, которые, как известно, в последние годы оказались достаточно сильно политизированы. Действия российских властей на фоне обострения протестных настроений по всему постсоветскому пространству вполне объяснимы, так как именно Кремль оберегает и поддерживает авторитарные режимы стран Центральной Азии и всего постсоветского пространства. Российская сторона всегда выдавала неугодных личностей режимам их стран. Сколько выходцев из Узбекистана были похищены и тайно вывезены? Сколько выходцев из Таджикистана? Не так давно таджикскому режиму был выдан активист Шабуддин Бадалов. Также можно вспомнить похищение другого активиста, Шарафиддина Гадоева. اینچنین ربوده شدن فعال دیگر شراف‌الدین گدایف رو هم ذکر کنیم میشود در اینجا. باید اتحاد کنیم، باید متحد باشیم، باید دست یکدیگر را بگیریم. التماس نگذاریم که ملت تلف یابد. ملت دارد از گرسنگی تلف یابد. В центре Ташкента 28 марта произошел инцидент на проспекте Амира Тимура, где по сообщениям СМИ собрались поклонники японского аниме и корейской музыки, к которым присоединились некоторые сторонники ЛГБТ. Группа мужчин из числа небезразличных горожан попыталась разогнать эту толпу, в ходе чего произошла потасовка. В социальных сетях опубликованы видеоролики, на которых видно, как сотрудники милиции задерживают некоторых мужчин на месте инцидента. Также слышны выкрики такбиров. В последнее время активист социальных сетей, гражданин Бозоров Маразес, Пресс-служба МВД Узбекистана 29 марта опубликовала видеозапись с объяснениями произошедшего, в котором обвинила в произошедшем ЛГБТ-блогера Миразиза Базарова как провокатора. В 5-минутном ролике говорится, что Базаров неоднократно призывал людей с нетрадиционной ориентацией к массовым выступлениям у мечети Хаст-Имом и возле сквера Амира Тимура в Ташкенте. Кроме того, блогер, как подчеркнули в МВД, неоднократно демонстрировал свое развратное поведение, сознательное пренебрежение правилами поведения в обществе, распространяя через соцсети унизительные и противоречащие национальной культуре выходки. В результате 28 марта группа граждан, посчитавшая его призывы оскорблением своего достоинства, собралась на сквере Амира Тимура, чтобы высказать свое мнение и гражданскую позицию по данному факту, говорит закадровый голос. Данной группой лиц были совершены беспорядки, общественная безопасность была поставлена под угрозу. Жесткими мерами, принятыми правоохранительными органами, беспорядки были прекращены. Лица, совершившие правонарушения, задержаны. По данной ситуации в своем видеообращении высказал мнение бывший имам соборной мечети Амина в Ташкенте Фазлиддин Парпиев. Почему задержаны молодые люди, которые выразили свою позицию о недопустимости распространения в узбекском обществе идей гомосексуализма, а с другой стороны никто не задержан, тогда как их действия власти посчитали незаконными? Мусульманин должен иметь твердую позицию в отношении недопустимых нашей религии вещей, так как ислам призывает к этому, заявил он. Эксперты отмечают, что появление в среде народов Центральной Азии людей, разделяющих противоречащие исламу и культуре народов взгляды и практикующие нетрадиционные для данного региона отношения, является результатом длительной политики, проводимой властями этих стран. Ключевыми факторами они называют пресечение любой исламской активности и антирелигиозная пропаганда, навязывание в учебных заведениях и СМИ идей секуляризма и национализма, а также открытие дверей для культурных и просветительских проектов России и Запада, наряду с широким распространением доступа молодого поколения к интернету. Обезоружена.
мам. Кто вам сказал, что ер балалар бояганда ол ерсі деп? Кім айтты қыздар ғана боянады деп, мам? Откуда вы вообще придумали вообще? Кім айтты, мам? Қазақ мұсылман болғаннан кейін ешкім көзінде бояп. Какой казах, мам? Какой мусульман, мам? Ержан. Меня зовут не Ержан, мам. Меня зовут Димаш. Я не мусульман, мам.